раздать столько льгот российскому бизнесу, потому что мы бедная страна, мы не можем себе это позволить. Я считаю, что отношения экономические с Российской Федерацией должны пройти перегрузку. И именно после выборов читаешь соглашение, кроме российских интересов и абхазского ущерба, там ничего нет. Да. Но если кто-то за спиной Абхазии пытается нашу судьбу решать, мы должны это знать. Весь документ заведомо ущербный для абхазской стороны. Я надеюсь, что вот того законодательства, по крайней мере, которое по инвестициям у нас есть, его вполне достаточно. Дубль первый. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить об экономике, точнее говоря, о инвестициях в Абхазию. В парламент поступил проект соглашения о инвестициях в абхазскую экономику за счет российского бизнеса. И вот этот проект соглашения, он сейчас обсуждается, рассматривается на профильном бюджетном комитете. Тем не менее, мы только он стал рассматриваться на этом бюджетном комитете, тем не менее у нас была возможность ознакомиться с ним и, прямо скажем, огромного, не то что восторга нет никакого, но большая озабоченность по этому поводу, если вот этот документ в том виде, в котором он сейчас существует, вот в своей проектной форме, если он будет одобрен, конечно, это будет, мое мнение, это огромная беда для вообще абхазского государства, не только для экономики. Тем не менее, сегодня вот поговорим об этом проекте соглашения с нашим постоянным экспертом по экономике Ахра Аристова. Ахра, здравствуй. Здравствуйте. Ахра, ну, начну все-таки издалека. Все-таки у нас есть закон об инвестициях, да, то есть это, и если мне память не изменяет, ему уже лет 20, который там предполагает там различного рода льготы для иностранных бизнесменов, которые собираются вкладываться в абхазскую экономику, да, но сейчас вот появилось этот проект соглашения. Я напомню просто нашим зрителям о том, что после вот этой скандальной ситуации вокруг Пицунской дачи парламент принял решение, по которому все международные соглашения, межправительственные, межгосударственные, межведомственные и так далее, они перед подписанием они должны пройти экспертизу в парламенте. То есть вот эти парламентские слушания вот сейчас должны пройти по поводу вот этого соглашения. Да? Оно еще не подписано, это вот в проектной варианте он существует. И вот сейчас у нас есть закон об инвестициях и так далее, различного рода другие акты еще, которые были подписаны еще Владиславом Марзенбергом, вот, если мне память не изменяет, да, льготы. Сейчас вот это данное соглашение, зачем оно нужно нам? Ну, то есть вот каша масляная и так далее, вот слишком как-то меня это как-то очень сильно смущает. Мы несколько раз эти ситуации обсуждали. Еще раз спасибо за приглашение. Дело в том, что, я думаю, надо начинать все-таки с подписанного документа о гармонизации. В декабре 2020 года подписал Аслан Бжани, Александр Анкваб. Все эти пункты там прописаны, которые, значит, обязалась абхазская сторона реализовать в том или ином виде в нашем национальном законодательстве. Я напомню, что сначала вот эти все мыслимые и немыслимые льготы иностранным российским инвесторам пытались внести вот упомянутый тобой закон об инвестиционной деятельности. Законопроект представляла администрация президента, но депутаты отвергли.
Второй заход был уже с Министерства экономики. Тоже, помнишь, льготы на 25 лет, гарантии, освобождение от налогов всевозможных. Тоже депутаты отвергли, правильно сделали. И это уже, получается, третий заход, но уже раз не получается менять на законодательство, они пошли через международные соглашения. Естественно, я считаю, что для начала мы сами должны знать, например, нужды нашего народа. На сегодняшний день у нас пенсионное обеспечение, значит, практически, можно сказать, никакое. Оно требует с учетом, значит, заслуженности, да, разных граждан, там, ветераны войны, заслуженные деятели науки, культуры, искусства, значит, до 9 миллиардов рублей. Это только пенсионное обеспечение. Требуется до 2 миллиардов рублей на Министерство обороны в связи с тем, что ситуация в мире изменилась. Требуется по каждому направлению минимум добавить на здравоохранение, на образование минимум по миллиарду. На тех же наших крестьян тоже там более миллиарда требуется ежегодных капиталовложений. То есть речь идет о том, что наш бюджет государственный должен уже превышать 25 и более миллиардов рублей. И в этой ситуации, зная, что тебе нужны деньги, твоей стране, твоему народу, раздавать льготы, я считаю, что это вот нанесение ущерба нашему народу, нашему государству. Второй момент. Очень хорошо, что ты вспомнил этот закон. Он был принят в 2013 году об инвестиционной деятельности, он называется. Раньше еще президент так отдельный указ создал, при котором там есть... Ну, тот был закон более демократичный, он касался именно иностранных инвесторов, и там не требовались такие деньги, как 1 миллиард рублей, это уже 2013 год. То есть это льготы сверхбогатым иностранным олигархам. То есть для наших, например, начинающих бизнесменов льгот нет. То есть ты должен иметь 1 миллиард рублей, тогда, если ты вкладываешь, тогда только тебе дадут льготы. Но суть не в этом. Суть в том, что уже прошло, значит, 11 лет, закон неэффективен. То есть уже есть реальный вывод, что льготы ничего не дают нашей стране. И какой смысл дальше эти льготы плодить, когда нет эффективности? В парламенте было озвучено, там около 10 компаний всего воспользовались. Всего 10. Поэтому вместо того, чтобы сделать анализ, что льготы неэффективные, что они не привлекают инвестора, значит, надо искать другие причины, надо проводить реформы. Мы тоже это в прошлых передачах все это обсуждали. Опять нам навязывают в стране льготы, и именно российским инвесторам в ущерб нашему национальному бизнесу. Да, параллельно, значит, помимо льгот уже, это уже, по-моему, третье уже идет соглашение, где возлагаются обязательства на наш бюджет. То есть мы еще должны возмещать. Вы представляете? То есть бедная страна с бедными гражданами, которые нуждаются, значит, только в помощи, должна возмещать там, или НДС, или еще что-то. Я не могу понять логику тех, кто подписывает такие соглашения. И я не могу понять, кстати, логику тех, которые предлагают Абхазии вот такие соглашения. Секунду. Я все-таки поясню. Многие просто не в теме, и не у всех была возможность познакомиться с этим проектом соглашения. Просто перечислю, что в этом проекте соглашения есть. То есть инвестор
инвестором, который подпадает под льготы, называется, то есть сумма от 2 миллиардов рублей. То есть человек, инвестор, который вкладывает от 2 миллиардов рублей, он вносится в специальный реестр. Специальный реестр, и он, соответственно, начинает подпадать под льготы. То есть, если он строит какое-то предприятие, то вот все, что он там будет, все стройматериалы, оборудование и так далее, все, что будет завозиться на территорию Абхазии, оно будет освобождено от таможенной пошлины раз. От налога на прибыль он освобождается 2, то есть на 8 лет он освобождается от налога на прибыль. НДС, хотя он и платит НДС, но потом в силу того, что он как бы не достиг, как бы, то есть предприятие еще убыточное, да, то есть этот ндс с абхазского бюджета ему будет возвращаться. Кроме того, там для этих денег создается, аккумулируется специально отдельный российский банк. То есть эти деньги в абхазскую экономику не попадают. То есть они в таком законсервированном виде, то есть пришли с России в российский банк, российский инвестор их обрабатывает, российский инвестор ввозит в Абхазию там, в общем-то, строительные материалы и оборудование. Российский инвестор имеет право на квоту, чтобы он получил квоту на ввоз иностранной рабочей силы. То есть это означает, что и местные жители там фактически работать не будут. Кроме этого, то есть вот это юридическое лицо, которое будет создано в Абхазии, это будет не отдельное там самодостаточное юридическое лицо, это обязательно должен быть филиал. Что такое филиал от какой-то российской компании, созданной в Абхазии? Это означает, что это дочернее предприятие. Дочернее предприятие, если какие-то деньги зарабатывает, и оно должно впоследствии потом когда-нибудь платить налоги, оно не будет платить здесь в Абхазии, потому что она будет платить в России налоги. То есть закона о двойном, у нас как бы закон о двойном налогообложении, да, соглашение есть, то есть нет, то есть если ты в одном месте заплатил, то в другом не платишь, то, естественно, этот инвестор будет там у себя платить. Кроме того, вот этот срок 8 лет, да, то есть это вообще какой-то сумасшедший, да, когда тебя от налогов освобождает, да, и вот то, что это филиал, даже после окончания этого срока, нет гарантии, что мы вообще какие-то налоги получим от этой деятельности. То есть вы представьте себе, на вашей территории строят завод, огромный завод, да, там бурная деятельность, там ты подключил все, там, да, там твои остатки энергии, там все коммуникации подвел, и это по соглашению первоочередная задача, то есть если вот где-то кто-то в очереди стоит, вот их в первую очередь ставят, такого инвестора, ты ему должен вот эту генерацию предоставить, там электричество предоставить, водопровод провести и так далее, коммуникации разные. Ну вот этот завод тебе построили, он работает, никаких налогов не платит, все уходит, если у него какие-то убытки возникают, то с твоего бюджета твоей страны, чтобы это предприятие себя нормально чувствовало, ты докладываешь, и в общем, и ты думаешь, а в чем прелесть вот этих инвестиций? Да, мы говорим инвестиции, но если эти инвестиции, в общем-то, никакого проку, кроме проблем и еще, в общем-то, других как бы, расходов тебе ничего не приносят, зачем они нужны? Кроме того, вот этот законопроект, он затрагивает все сферы абхазской экономики, да, там, начиная там, от сельского хозяйства, туризма, энергетического отрасли, да, там, топливного, там, топливное, да, и иных, то есть и иных, это значит все. Ну вот я представил, допустим,
туризм, да, то есть у нас туризм худо-бедно сам по себе развивается, то есть люди там строят там, на свой страх и риск, да, без какой-либо вот этой государственной поддержки, без всяких льгот. Если получают удается какой-то кредит взять в Абхазском банке под огромный процент, да, то есть, тем не менее, вы видите, у нас там строят люди там мини-гостиницы, кто-то там развернулся уже большие гостиницы, там, ну, разные там, в общем-то, параметры, да, этого бизнеса, да, существует. И достаточно огромная масса людей вовлечено в этот процесс. И люди живут на эти заработанные деньги. Но вы представьте себе сейчас в туристическую отрасль придет какой-то монстр с огромными бабками, который не платит никаких налогов, ничего, ему вообще как бы, то есть ни пошлин, ни налогов, ничего не платит, и он просто вот какими-то ценами своими смешными, да, вот сейчас у нас есть объекты, которые вдруг там путевки продают там за 1000, за 1500 рублей, да, он просто задавит весь этот местный бизнес, да, то есть вот такого рода соглашение, если оно будет подписано, оно просто убьет местную экономику, местный бизнес. Мало того, что мы денег от этой деятельности, наш бюджет не получим, но и даже те деньги, которые наш бюджет зарабатывает, он может их лишиться за то, что вот, в общем-то, мы похоронили, собственно, абхазский бизнес. Ахра, тебе Алаверды передаем. Полностью с тобой согласен, Инал. Дело в том, что соглашение, глядя на него, первое, что вот у меня мысль первая возникла, что хотят освоить Абхазию без граждан Абхазии. Вот когда ты читаешь попунктно, вот все, что ты перечислял, вплоть до филиалов банков. Если филиалы банков зайдут, значит страховые зайдут, компании российские, значит, ну а где абхазский бизнес? Его нет. Ну, про паритет я вообще молчу. Ну, раз вы предоставляете российскому крупному бизнесу такие преференции, такие льготы, такие обязательства, значит, в Абхазии, почему нет этого в соглашении, что в России абхазскому бизнесу тоже в НДС будут с бюджета возвращать. И, конечно же, такое впечатление, что значит, мы должны, получается, датировать Россию. То есть российская фирма здесь зарабатывает, выводит капитал в Россию, там платит налоги. Я не знаю, мы, наверное, не такая богатая страна, чтобы, значит, помогать России. Соглашение полностью не учитывает тот путь, который прошел наш народ. Не учитывает, что была война, не учитывает, что была блокада, не учитывает жертвы колоссальные нашего народа. И вот с такими соглашениями приходить к нашему народу и говорить: вы ничего не получите, ни налогов, ничего, еще суда будете платить. Ну, я не знаю, у меня такое впечатление, что, может, мы что-то плохое сделали, или, может, это мы опять виновный народ, и еще фон плохой. Фон плохой в том, что те люди, которые начинают защищать интересы Республики Абхазия, интересы граждан Республики Абхазия, кто пострадает от такого рода соглашений, этих людей хотят выставить, как будто мы, значит, антироссийский настрой, или там мы против России. Я хочу сказать, что сегодня, вот ты меня чуть перебил, я хотел договорить. По той ситуации, которая сейчас сложилась. Льготы были, уже с 2013 года закон принят. У нас по факту, вот взять вот это, хотя бы вот это 4 года, да, пока ныне действующая власть, производство не растет. Оно там в районе 7 миллиардов. Как было, так осталось с 2019 года. Экспорт не растет, то есть мы мало продаем, больше продавать мы не стали. Это все показатели того, что экономика в плохом состоянии. Есть причины. Первая причина. Сегодня у нас нет доступа к рублям. Мы вроде в рублевой зоне.
Я не могу понять, почему эти вопросы не ставятся, почему нет соглашения. У нас по показателям валового внутреннего продукта в нашем Нацбанке уже должно быть 30 миллиардов рублей, а там всего 6,6. В прошлом году Беслан Барателя давал интервью, выдано кредитов нашим бизнесменам 3-4 всего миллиарда рублей, а должно быть выдано 30. Почему эти вопросы не ставятся? Почему мы в соглашении видим только российского инвестора, который будет брать кредит в российских банках, которого будет защищать судебная система, который не будет платить налоги и который прибыль будет выводить из Абхазии? А где абхазский бизнес? Где наши люди? Где наши крестьяне? Где наши предприниматели? Они чем будут заниматься? Кто им даст кредиты? И почему нет вот этого баланса? Почему нет добросовестной конкуренции? И эти вопросы как висели, так и висят. Я не могу понять российскую сторону тоже. Те, которые вот предлагают эти проекты, ну, друзьям такое не предлагают. Если мы же друзья, мы дружественные страны, союзники. У нас более 200 договоров и соглашений. И у меня нет такого ощущения, что, читая вот такие документы, что мы друзья. И получается у нас тупик. У нас реально в вопросах и гармонизации, в вопросах экономического сотрудничества, взаимовыгодного, взаимоуважительного, это я цитирую Владимира Владимировича Путина. Он все время это говорит, что все страны равны, все народы равны, что надо без снобизма. Он вот это слово даже применил, что некоторые вот со снобизмом общаются, говорит, с малыми стран нельзя так. Но некоторые российские чиновники, они вот, получается, себе это позволяют. И у нас возникает вопрос, ну, для чего это делается? Да. Ну, у меня к российским чиновникам, в общем-то, вопросов нет. Они заложили в этот документ все, что им интересно было. То есть, если я с тобой сижу, и я говорю, вот это я хочу, а ты сидишь, молчишь, значит, ты как-то согласен. Он же не со стенкой диалог вел, когда, то есть, вот эти люди, которые там включали, закладывали российский интерес в пункты соглашения, да? То есть, эти пункты соглашения не так, как бы, не с неба упали, да? Они, значит, вот, как-то апробировались, где-то обсуждались и так далее. Но с абхазской стороны я имею в виду. То есть, если абхазская сторона играет в молчанку и согласно, то есть представители абхазской стороны, я не знаю, кто там ездит, президент, там, министр экономики или кто-то еще, да, кто ведет вот эти диалоги или там монологи, просто выслушивает монологи односторонние, да, там, я не знаю кто. Но у меня такое ощущение, что это действительно монолог. То есть люди оттуда, Кремль вот надиктовывает, вот вы должны вот это сделать, и наши как бы под козырек дают. Но, ребята, вы представляете, в конце концов, абхазское государство, абхазскую власть, вы не губернаторы, там, не правительство губернии, вы отдельное государство, и вы приходите и вы почитайте этот пункт, это соглашение. Единственный пункт, при котором, то есть везде там 1, 2, 3, 4 абхазские обязательства, там куча всяких пунктов, и один пункт российский, да, там российская сторона обязуется предоставлять некую какую-то отчетность. Все, на этом закончились российские обязательства. Объясняю, все-таки, если мы заключаем какое-то соглашение, оно должно учитывать абхазские интересы. Но если нет абхазских интересов, зачем администрация президента приносит вот эту бумажку и дает парламенту?
Я думаю, просто сама абхазская власть должна сказать, даже не доводить дело до парламента, что они сами не разбираются в администрации президента, что здесь вообще нет никаких выгод. То есть эту бумажку просто возвращать, сказать: ребята, с друзьями так не поступают. Вы что, это, мы что, народ, с которым вы воюете, что ли? И в конце концов, это же не первое такое соглашение, да, где абхазский интерес полностью отсутствует. И именно вот такого рода соглашения создают они антироссийские настроения. Россия наш единственный реальный партнер в этом мире. Мы на нее смотрим как на друзей, да, а какие-то чиновники там, я не знаю, пытаются там свой личный интерес превратить в государственный и при этом как бы создают, в общем-то, опасную для нее, ненужную для нее ситуацию. Это страна, где нормальное отношение к России, дружественное. Зачем создавать вот эти антироссийские настроения? Если вы человека лишаете бизнеса, лишаете каких-то перспектив, и он потом смотрит, и кто его лишил, там, российский олигарх какой-то пришел, еще кто-то там, да, и он думает: блин, а что это мне дало, да, такая дружба. То есть вот такого рода соглашения как раз и есть чисто антироссийская политика. Это продукт, вот, это приведет просто к антироссийским настроениям. Это действие антироссийское. Это действие, которое противоречит российско-абхазскому сотрудничеству, дружбе. И мне кажется, и не надо рты затыкать людям, которые начинают критиковать такое соглашение. Вот долгое время, я так понял, молчали, ну и вот выливается вот такого рода как пункты соглашения, где вообще только для Абхазии есть только одни обязательства. И в этом контексте у меня вопросы к нашей власти. Доколе вы будете вот так вести себя? Ну, я еще раз хочу обратить внимание на исполнительная власть во главе с главой государства, подписав вот эти обязательства по 45 вопросам, они фактически себе сузили поле для маневра. Они это подписали. И там они все это обязались уже реализовать. И там и вопросы упрощения трудоустройства для российских граждан, и упрощения ведения бизнеса, и вопросы по энергетике. И там я хочу напомнить, сколько было противодействия со стороны этому, значит, соглашению по гармонизации со стороны прошлого созыва парламента. Вспомните, сколько было критики. И я почему уже, ну раз они подписали, я поэтому уже обращаюсь уже к российским чиновникам. Ну, потому что наша исполнительная власть это подписала. Уже какой смысл? Значит, и поэтому я апеллирую к российским чиновникам, зачем это делать? Зачем это делать, значит, в ущербе, это же ущерб интересам граждан Республики Абхазия. То есть, если гражданин Республики Абхазия не может взять кредит, гражданин Республики Абхазия не имеет льгот, гражданин Республики Абхазия не имеет таких обязательств от собственного правительства, чтобы его быстро подключили к энергетике, к сетям, быстро оформили документы, это же не равноправная, нечестная, недобросовестная конкуренция. Для чего это создавать? Я еще раз, вот тогда ты опять перебил, на сегодняшний день, я это говорю сейчас для тех, кто будет нас смотреть в России. Никаких проблем для того, чтобы вести бизнес в Республике Абхазия, для граждан России сегодня нет. То есть там вот такой фон пошел, якобы тут, значит, против российского бизнеса или против России. Сегодня любой гражданин Российской Федерации приходит в Минюст, регистрирует компанию, может получить любые разрешительные документы, но в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Точно так же, как гражданин Абхазии едет в Россию, открывает компанию и работает в России по законодательству Российской Федерации. Нам же теперь хотят навязать
То есть параллельную какую-то экономику, где нет граждан Абхазии, где присутствует только российский крупный капитал. И это нам будет и наносить ущерб интересам граждан страны, которые потеряют. Сегодня мы от льгот, наш бюджет уже недополучает до 8 миллиардов рублей. Вы представьте, вот сейчас плюс 8 миллиардов, если бы было бы в бюджете, сколько бы детям помогли, сколько бы ветеранам помогли, крестьянам помогли бы, армии помогли бы. Это сейчас 8. Дальше будет еще больше. То есть льготы наносят вред, прямой вред нашим гражданам уже сейчас. И льготы от льгот производство не выросло. Мы больше товаров производить не стали. Мы продавать больше не стали. Ну нету от них толку. Это факт, зафиксированный управлением статистики. С этим не поспоришь. И для чего это дальше плодить? И еще раз, все, что касается российских инвестиций. Российские инвестиции в Республике Абхазия присутствуют, никогда их никто не останавливал. И в малом бизнесе, и в среднем бизнесе, и в крупном бизнесе сегодня нет проблем зайти в Абхазию. И эти все разговоры, якобы кто-то не хочет. Да, есть виды деятельности, которые тоже, такие как апартаменты, которые нанесут ущерб национальным интересам Республики Абхазия. Но мы не против, граждане России приезжают, строят гостиницы, никто им не мешает. Я не вижу, то есть это неправильная подача информации в самой России, или как будто мы там против чего-то. Лично я всегда выступал за добросовестную конкуренцию, за одинаковое введение условий хозяйственной деятельности. Если льготы дают российским компаниям, льготы должны давать и национальным компаниям. И если кредиты дают российским компаниям, в такой же сумме должны давать льготы национальным компаниям. Вот это будет дружба, это будет честная конкуренция. Мы не против того, чтобы прибыль получали российские компании в Абхазии. Мы против того, чтобы это 100% прибыли уходило в Россию. Зачем нас без денег оставлять? Мы что, народ виновный или мы что-то не так сделали? Все, что касается стратегического партнерства и союзничества, Республика Абхазия все свои обязательства выполняет добросовестно. Мы везде, наша страна стоит рядом с Российской Федерацией, но лишать бизнеса, лишать доходов, лишать наших граждан, наших детей, наших стариков, наших ветеранов денег через вот эти льготы, через схемы по компенсации НДС, я считаю, это просто, во-первых, оскорбительно, и это ущерб, реальный ущерб нашим дружеским, даже братским отношениям с Российской Федерацией. И я не могу себе представить, чтобы компании, да, там, например, Аквафон решил там открыть в России, да, там свою фирму, что им кто-то льготы даст на 25 лет или там даже на 8 лет, что им там НДС будут компенсировать на ввоз оборудования или еще, или что там быстро им будут все там разрешительные документы давать. Мне сложно это представить. Да мы это и не просим. Я не помню, чтобы Республика Абхазия к России обращалась вот с такими просьбами. Потому что мы понимали, что это, во-первых, вмешательство во внутренние дела. Там, и еще на фоне того, что Россия повышает налоги, они повысили подоходный налог для богатых. Они налог на прибыль с 18, у них сейчас 20. А мы почему что такие богатые, что мы можем себе это позволить? Мы не можем себе это позволить. У нас много молодых семей,
без жилья. У нас доходы граждан на уровне бедности. У нас много больных детей. У нас граждан много, которые нуждаются в помощи. У нас ветераны войны нуждаются в помощи. Мы не можем себе такие льготы позволить. И зачем? То есть, нам вообще это из Хадыргалу сделка. Из Хадыргалу Брюза Царовка. Ну, если наша исполнительная власть не смогла там защитить нас, ну, все российское же руководство, они же знают, что мы дружественная страна. И, те же вопросы по энергетике. Значит, стоит вопрос о допуске к приватизации. Тарифы подняли. Сегодня тарифная политика подразумевает изъятие у нашего бизнеса и у наших граждан, если бы вот все платили бы, это ну, почти 6 миллиардов рублей. При том, что средний доход у граждан, ну, все зарплаты, все доходы вместе 15 миллиардов. То есть половина денег тратить, значит, на энергетику. И я не могу эту политику не только я, все опросы показывают, ее народ не поддерживает. Доверие к исполнительной власти, оно в районе там 9-10%, по крайней мере, по тем опросам, которые проводятся. И тем более выборы скоро. Я считаю, что эти вопросы надо отложить. Если какой-то кандидат хочет их там отразить в своей программе, что он будет бороться за льготы для граждан России, что он будет бороться за апартаменты для граждан России, пожалуйста, обращается. Да, я лично считаю, что я очень рассчитываю, так же, как и ранее, что депутаты эти вопросы просто ну, не примут. Так же, как раньше они отвергли льготы, так же и сейчас. И уже после выборов, значит, политика будет реализовываться та, которую поддержат граждане. Если выиграет кандидат, который будет ходить за российских олигархов, за льготы им, за то, что им надо отдать апартаменты, отдать им энергетику, если он победит, я клянусь, вот я перед телекамерой клянусь, я буду молчать как рыба. Почему? Если наши граждане это хотят. Ну, в конце концов, я не знаю. Я считаю, я повторюсь, я считаю, что отношения экономические в тупике. Я считаю, что отношения экономические с Российской Федерацией должны пройти перегрузку. И именно после выборов, с учетом мнения нашего народа, то есть, которое будет волеизъявление народа путем голосования на выборах президента. Там осталось, по-моему, 7-8 месяцев, не такой же большой срок. И исходя из той программы, которую они поддержат. И вот эти все вопросы, связанные с взаимной торговлей, взаимным обменом инвестиций, вопросы, связанные с российским рублем, вопросы, связанные с тем, чтобы Республика Абхазия обеспечивалась необходимой денежной массой, чтобы наши люди могли брать длинные кредиты на 5-10 лет, иначе мы ни сельское хозяйство не поднимем, ни производство не поднимем. И многие-многие другие вопросы именно в взаимоуважительном, взаимовыгодном, в теплом добрососедском ключе. Вот как и Владимир Владимирович Путин, он много раз это говорил, что абхазы – братский народ. И также наши руководители. И документы и соглашения должны этому духу соответствовать. А значит, наполнить эти соглашения реальными благими делами, я считаю, лучше после выборов, после того, как победит та команда и та программа, которую они представят. А сейчас лучше эти вопросы все, ну, как сказать, не будоражить народ и отложить. Не согласен с тем, что давайте даже после выборов. Законодательство Абхазии, есть Конституция Абхазии, и все вот эти как акты, которые совершаются от имени абхазской власти, они должны соответствовать этому. Но если идет явное ущемление
абхазского суверенитета. Если идет тенденция по сворачиванию абхазского проекта, то почему мы должны просто наблюдать за этим? У меня возникает вопрос. Вот такого рода акты, они, в общем-то, и сворачивают абхазский суверенитет. Я согласен. Когда сегодня власть является как бы не институтом, который отвечает за защиту интересов собственных граждан и безопасности этой страны, оно является неким таким почтальоном или как бы таким передаточным звеном, который отвечает за, в общем-то, исполнение повестки чужого соседнего государства, хоть и дружественного. То есть основная задача абхазского государства, мне кажется, совсем иначе. То есть вот эти задачи, которые стоят перед властью, они совершенно другие, не те, которые они себе оставили. Я считаю, что, учитывая, я же говорю о том, что по опросам эта политика не поддерживается. И, конечно, я подразумеваю, что народ за такие вещи голосовать не будет. И я надеюсь, что будет выбрано национально ориентированное, разумное государство. Но то, что касается твоих слов, Инал, по подрыву суверенитета, по подрыву государственности, ты абсолютно прав, потому что за это государство боролись ради того, чтобы оно обеспечивало те чаяния народа, за которые они проливали кровь. Ну, а если у тебя государство, ты раздаешь льготы, и при этом ты не можешь перевооружить армию, у тебя денег нет, ты не можешь пенсию платить, ты не можешь обеспечить элементарную справедливость, государство рушится и теряет суверенитет. И, конечно, на этом фоне льготы неэффективны, тем более, если практика показывает, что они не приносят ничего хорошего. И возвращаясь к вопросу эффективности, я хочу пример привести. В 92-93 годах как действовала власть на тот момент. Вот надо было, например, 20 тысяч автоматов, надо было 1 миллион патронов, надо было там 100 тысяч снарядов. Люди шли и решали эти вопросы. Шли и решали. Я вначале, почему упомянул, что нам нужен бюджет 24 миллиарда? Это не фантазии, это задачу, которую надо решать, чтобы наш народ более-менее и жил в безопасности, и перспективу имел, и хорошо и комфортно себя чувствовал в социально справедливой стране. А внушать народу мы это не можем, мы то не можем. Ну как не можем? Если мы можем, это все вопросы решаемые. Тем более, что есть спрос, денежный оборот в стране в 3 раза вырос, превысив 150 миллиардов рублей. То есть у нас есть, естественно, за счет российского туриста, и у тебя есть перспектива. И вместо того, чтобы решать эти проблемы, увеличивать бюджет не миллиард в год и преподносить, что это какое-то достижение. Не миллиард вопросы и проблемы не решает. Надо плюс 10, плюс 15. Вот возьмем нашу армию. Мы же видим, как поменялась война. Мы же видим ситуацию. Дальше. Мы видим, что Грузия сблизилась с Китаем, отдала импорт, при протестах Соединенных Штатов, подписала договор о стратегическом партнерстве. И теперь возникает вопрос. Выступает премьер-министр Грузии и говорит, Абхазия будет наша до 30-го года. Мы там вместе войдем куда-то, но она будет наша, имеется в виду. А мы к этому готовы? А мы готовы, финансировать нашу армию более 2 миллиардов рублей в год? Нет. И ты при этом раздаешь льготы. Как тебя понять? Кстати. Это то же самое. У меня дома будут дети голодать. А я буду раздавать миллионы соседям, я не знаю,
Куда угодно, но Отдавать свой магазин бесплатно. все, да. А дети мои будут не одеты, не обутые, голодные, больные. Ну, это же несерьезно выглядит. Это скажут, то есть не может Абхазия раздать столько льгот российскому бизнесу, потому что мы бедная страна, мы не можем себе это позволить. Я за то, чтобы, например, некоторые налоги снизить. Ну, например, налог на прибыль, если в России 20, ну, сделай 10. Ну, зачем ты 0 делаешь? Значит, или там, другие там есть ряд налогов. Ну, проведи переговоры, значит, да. Нет. Для чего? Ты даешь льготы, например, детализации нет пока. Если вы придете, например, в наше Министерство финансов, там есть отдел. Когда вы пишете в соглашение льготы, они вам сумму называют, подарка бизнесу. Я уверен, что эти льготы будут превышать 10 миллиардов рублей. Но если ты делаешь подарок в 10 миллиардов рублей, ну хотя бы на кредиты попроси для своего народа 10 миллиардов. Хотя бы в долг, там, на 10 лет, на 15 лет. Ну, хоть какой-то интерес, чтобы защитить своего народа. Вопрос по рублю не ставится, по кредитам не ставится. Значит, и, как ты и сказал, читаешь соглашение, кроме российских интересов и абхазского ущерба, там ничего нет. Да. Я все-таки буду закругляться. Кстати, насчет Анакли, там, я как знаю, там присутствует заложен интерес грузинского государства, то есть в этот проект, да, то есть они... Нет, дело не в этом. Нет. Дело в том, что я имею в виду, что раз, например, Грузии говорит, что Абхазия, может, они с китайцами договорились, мы даже не знаем, что кто-то пытается нашу судьбу решить за нашей спиной, понимаете? Взаимодействие с крупным бизнесом. А я говорю о члене Совбеза. Китай – член Совбеза, Организация Объединенных Наций. И мы должны знать, что значат слова премьер-министра Грузии. И он, то есть он пытался оправдать, что ли, то, что он не американцам дал порт, а китайцам. Я не против Китая. Но если кто-то за спиной Абхазии пытается нашу судьбу решать, мы должны это знать. Или через МИД России у нас есть договор о скоординированной политике, что происходит на наших границах. И готовы мы быть к любому сценарию. В общем-то, я буду завершать нашу передачу. Я надеюсь, что наши законодатели скажут нет этому соглашению, не будут там копошиться, там какие-то статьи там облегчать, что-то там формулировки какие-то убирать и так далее. Это весь документ заведомо ущербный для абхазской стороны. Я надеюсь, что вот того законодательства, по крайней мере, которое по инвестициям у нас есть, его вполне достаточно. С другой стороны, мне кажется, вообще сейчас вводить какие-то льготы для инвесторов, я думаю, при той ситуации, в которой мы находимся, нет никакого резона. Нам нужно, наверное, все-таки как бы уравнивать всю эту ситуацию в экономике, в правах. С другой стороны, мы должны, наверное, как бы в общем-то, взяться за хорошее администрирование собственных ресурсов, которые у нас есть все-таки. Я буду на этом прощаться. Напомню, что нашу передачу можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда». Подписывайтесь также на страницу газеты «Чегемская правда» в Facebook. Читайте нас на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Иногда заглядывайте в Телеграм и сможете смотреть там мои комментарии на моем личном блоге на Алхашик «Чегемская правда». Я напоминаю еще раз, что сегодня у нас в гостях был экономист Ахра Аристава. Ахра, тебе большое спасибо. Тебе тоже спасибо за приглашение. До свидания. До свидания.